Уже не первый год остро стоит вопрос с установкой пандусов. Далеко не все здания Владикавказа доступны людям с ограниченными возможностями. В чем причина такого бездействия и как ускорить решение проблемы? Руководители министерств и ведомств республики объединились и попытались ответить на эти вопросы. Все прекрасно знают, как работают законы у нас в стране. Тем более в отношении инвалидов мне кажется, что вот из юридической плоскости эту тему надо перевести в человеческую плоскость. Понимаете? Потому что, вот пример, вот если бы у проектировщика или архитектора, или строителя, который строит дом и забыл там сделать пандус, был ребенок, или мама, или жена, или член другой семьи, колясочник, он никогда бы не забыл о пандусах. Общественная организация «Народный фронт» провела мониторинг городских объектов. Выяснилось, что за последнее время во Владикавказе появились многоэтажные жилые дома, где нет пандусов. При том, что по закону объект в таком виде сдавать нельзя. Начальник управления архитектуры и градостроительства республики Владимир Одинцов сослался на подрядные организации, которые якобы не заметили ошибки застройщиков. Это вызвало негодование и бурю эмоций. Председатель комиссии здравоохранения и социальной политики Общественной палаты Жанна Цалагова потребовала включить инвалидов в комиссию по сдаче и приему зданий и сооружений в эксплуатацию. Мы все работаем, то есть если госструктуры капитально работают с полной отдачей, то опять-таки частные инвесторы работают спустя рукава. Они продолжают строить дома, они бесконтрольно. Вы слышали, да? Их никто не контролирует, как я услышала сейчас, да? То есть что хочу, то и делаю. У кого-то земли мало, у кого-то этого мало, у кого-то денег нету. Нету денег. Я считаю, что мы должны на уровне республики решить этот вопрос. Если у инвестора не хватает в достаточном количестве денег для того, чтобы приспособить этот дом под людей с ограниченными физическими возможностями, не давать им разрешения, искать другого инвестора. Нельзя не отметить тот факт, что уже проделана немалая работа. В этом заверила и министр культуры Фатима Хабалова. Например, новейший подъемник для инвалидов уже работает в тестовом режиме в Осетинском театре. Звуковой лифт есть в Центральной библиотеке. Уже начались работы по созданию условий для инвалидов в Государственном театре оперы и балета. Залина Губурова, Заур Цеов, Осетия ТВ.